Добрый день, в эфире новости, в студии Джангулмырза Дюйшинбекова. Сразу две трагедии за минувшие выходные произошли в Баткенской области. 6 человек погибли в шахтах в городе Сулюкта и в районе города Кызылкия за 2 дня. ЧП в Сулюкте произошло 5 октября. Там 3 мужчин 44, 42 и 40 лет добывали уголь на шахте Абдуха-Каркен. На место выезжали 6 спасателей. До приезда скорой помощи они пытались оказать им медицинскую помощь. После доставили их в больницу, но те скончались. Погибшие были родственниками. Состояние 2 других шахтеров оценивается как удовлетворительное. Они получают амбулаторное лечение. Второй случай с отравлением угарным газом произошел в Кызылкие на участке БОС уже на следующий день. 3 мужчин, которым было 21 год, 32 и 42 года, самостоятельно копали уголь на глубине 45 метров. Выехавшие на место спасатели вытащили уже тела погибших. Они скончались еще до их приезда. Хочу отметить, что в 2 точках баткенцы добывали уголь незаконно. Такое, к сожалению, происходит очень часто. Особенно перед наступлением отопительного сезона. Все хотят добыть дешево уголь, но расплачиваются за это дорогой ценой – травмами, жизнью. И уже позже в ходе совещания в правительстве директор госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдашбек Джунушев сообщил, что трагедия в Кадамджайском районе произошла по причине пренебрежения мерами технической безопасности на заброшенных и законсервированных участках шахт, где велась нелегальная добыча угля. А в Сулюкте 3 граждан погибли в результате грубого несоблюдения требований безопасности со стороны компании-обладателя лицензии на добычу угля. Глава правительства поручил соответствующим госорганам разобраться с причинами трагедии с учетом приближения отопительного сезона и повышения спроса на уголь, провести разъяснительную работу о недопустимости нелегальной добычи угля. Сообщается, что семьи погибших и пострадавшие получат всю необходимую помощь. В милиции рассказали подробности того самого нашумевшего видео, которое было опубликовано в соцсетях за эти выходные. Как сообщает пресс-служба ГУВД, это не было избиением человека в его собственной квартире. Сотрудники милиции проводили неотложный обыск, так как к ним 4 октября поступило заявление о том, что с 4 часов дня до 9 часов вечера несколько неизвестных удерживали в квартире многоэтажного дома на улице Тоголока-Молдо мужчину. Заявление написал сам потерпевший. По его словам, его избивали, угрожали ему расправой с применением огнестрельного оружия, а также забрали $3000. Факт был зарегистрирован в едином реестре по статье «Разбой». После того, как место, где держали пострадавшего, было установлено, там должен был пройти обыск. Но подозреваемый оказал сопротивление и бросился на правоохранителей с ножом, говорится в сообщении ГУВД. Те применили приемы рукопашного боя и задержали его. При обыске квартиры обнаружили огнестрельное оружие, систему УЗИ и наркотические вещества. Факты зарегистрированы по 3 статьям. Кроме того, сообщается, что в кладовой милиционеры нашли запрещенную литературу на арабском языке и возбудили еще одно дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов». Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены необходимые экспертизы. Милиция ищет остальных подозреваемых. В селе Вознесеновка Чуйской области задержан 30-летний мужчина, совершивший побег из Октябрьского районного суда 9 месяцев назад. По информации ГУВД, он состоит на учете как член организованной преступной группы. Когда была получена информация о том, что он находится в одном из домов села Вознесеновка, на задержание был направлен спецназ, но мужчина оказал сопротивление. ГУВД сообщила, что злоумышленника задержали с применением приемов боевого самбо. Он передан сотрудникам Октябрьского РУВД города Бишкек. При этом в милиции не уточнили, в каком статусе и по какому делу проходил задержанный.
Водитель автобуса, под колесами которого погиб школьник, водворен в СИЗО-1 до 3 ноября. Решение принял Сокулукский районный суд. Напомним, ЧП произошло в селе Достук Сокулукского района. Ученик 5 класса последним покидал салон автобуса, но одеждой зацепился за дверь. Водитель не заметил ребенка, проехал несколько метров и наехал на него колесом. В результате ДТП ученик 5 класса, не приходя в сознание, скончался в больнице. За рулем автобуса находился бригадир данного маршрута 85-го года рождения, водительский стаж с 2005 года. В Бишкеке 23-летний водитель на «Лексусе» врезался в бордюр, установленный на дороге при ремонте теплотрассы, и перевернулся. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения. ДТП произошло накануне. От удара внедорожник опрокинулся. Водитель 96-го года рождения был госпитализирован. По предварительным данным, он был в нетрезвом состоянии и, со слов очевидцев, ехал на огромной скорости. Машина поставлена на стоянку. Начато разбирательство. В ГУБДД подчеркнули, что никакой погони или преследования водителя со стороны инспекторов не было. Наказать в рамках закона с требованием принять меры в отношении водителей и организаций, предоставляющих транспорт для свадебных мероприятий, обратились к соответствующим органам пользователи соцсетей. Они сняли видео, как накануне на объездной дороге 3 машины «Мерседес Геленваген» из свадебного кортежа неоднократно нарушили ПДД. Сначала весь кортеж выстроился в 3 ряда, перекрыв все полосы движения. Потом машины выстроились в ряд и поехали змейкой по всем 3 полосам, вынуждая объезжать их по встречке. Просим соответствующие службы принять меры, заключили авторы видео. За 8 месяцев текущего года органами внутренних дел города Ош не зарегистрировано и утеряно 64 списанных материала. Об этом сообщает прокуратура Оша. По данным ведомства, в материалах имелись факты нарушений, по которым в последующем должны были приниматься меры в соответствии с Кодексом о нарушениях. Однако местонахождение списанных материалов не установлено. Также выяснилось, что органы следствия и дознания УВД города Ош направили 264 материала в территориальное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако по 60 материалам в отношении виновных лиц протоколы о нарушениях составлены не были. Прокуратура Оша указанные факты зарегистрированы в едином реестре по признакам преступлений, предусмотренных статьями халатность и злоупотребление должностным положением. Организация досудебного производства поручена ГСБ Ошской области. Только спорт и никакой политики. В минувшую субботу на поле Федерации футбола прошел нестандартный матч в поддержку национальной сборной по футболу и в честь старта отборочного раунда чемпионата мира 2022 и Кубка Азии 2023. За кубок и звание сильнейшей футбольной команды боролись сборные журналистов, политиков, спортсменов, кукберу и шоуменов. Кто станет победителем? Этот вопрос волновал болельщиков не на шутку. Всех интересовали голы журналистов и политиков, но в итоге матч оказалось не так-то легко просчитать. Где еще такое увидишь? На одном поле готовятся к игре журналисты, политики, спортсмены, кокбору и шоумены. На кону кубок и звание сильнейшей команды. Волнительный момент – жеребьевка. Именно она определит ход дальнейшей игры. Игроки – непрофессиональные футболисты, потому таймы нестандартные. Вместо 45 минут – 30. По результатам жеребьевки журналисты играют с политиками, а спортсмены кокбору с шоуменами. Победители из каждой подгруппы попадут в финал и поборются за 1-е и 2-е места. Этого противостояния ждали все, включая самих игроков, журналисты и политики. Представители СМИ открыли счет и уверенно лидировали на поле. Мне журналисты нравятся, как играют ребята, молодцы. А так команда ничего, нормально, хорошо. Байке, как вам игра? Нормально. Пока еще начало игры только. Посмотрим в конце, как будут играть журналисты. Мы за журналиста болеем. Саила приехал, знаете, мне приятно. Вот такие простые люди такие играют.
Игра была напряженной, судьи зафиксировали не один офсайд. Однако желтых карточек не было. Матч дружеский, потому нарушителей прощали и позволяли им продолжить игру. К концу первого тайма журналисты вели со счетом 4-2. Политики надеялись отыграться, но второй тайм лишь увеличил разрыв между командами. У нас вот политика уже, наверное, устали. Нам трудно, конечно. Мы только сегодня собрались. У нас и тренировок тоже не было вообще. Конечно, есть шанс у нас. Заранее 4 тренировки провели, готовились усердно. И сейчас результат доказывает то, что мы выигрываем. Счет 5-3. И мы, журналисты, думаем, что мы сегодня выйдем победителями. Как ни старались политики, но сравнять счет им не удалось. И со счетом 7-4 побеждает сборная журналистов. Победа всегда. Замечательно, хорошее настроение. Сегодня праздник футбола удается. Небольшая пауза, и на поле появились игроки второй подгруппы. Нешуточная борьба на поле развернулась между игроками сборной Кёкберу и отечественными звездами эстрады. И вот одна из редких атак, удар поворотом, удар не получается. Шоуменам пришлось несладко. Спортсмены ушли в глухую защиту и удерживали соперников на их части поля. Мы любим поиграть в футбол с ребятами. Для себя. Настрой у нас боевой. Уверен, что именно мы заберем кубок. Сделаем все для этого. Зрелищная игра закончилась победой сборной Кёкберу. О том, что противостояние было нешуточным, свидетельствует и счет 1-0 в пользу спортсменов. В финале встретились команды журналистов и сборной Кёкберу. Спортсмены оказались сильнее и выиграли со счетом 4-1. Нестандартный матч провели в поддержку национальной сборной Акшумкар, у которой впереди ряд ответственных игр, а также для пропаганды здорового образа жизни. Футбол сегодня в нашей стране и не только в нашей стране, по всему миру играет очень большое значение в поддержании здорового образа жизни. И чем больше футбола, тем больше наших маленьких ребят будут задействованы в футболе. И поэтому мы пригласили людей из разных сфер. Футбол должен быть везде, несмотря от профессии, несмотря в каких они направлениях работают. Итоги матча следующие. Кубок и первое место достали сборной Кёкберу. На второй строчке оказалась команда журналистов. Далее шоумены, и четвертое место заняла сборная политиков. Екатерина Ступкина, Нурбек Капаров, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.